земной продолжение пути до сегодняшних ярких звезд. Люди, граждане нашей вселенной, гости галактик, хозяева шара, вы не хотите пропасть бесследно. Живите, живите, живите с жаром, живите, люди, живите. Олжас Сулейменов не только одна из самых ярких фигур казахской поэзии 60-80-х годов. Его книги «Азия» и «Слово о полку Игореве» вызвали бурные споры среди филологов и читателей. Мир знает его как лидера движения Невада-Семипалатинск, но его первое выступление в прямом эфире о проблемах ядерного полигона могло закончиться плохо, если бы не перестройка. Вообще многие идеи поэта, политика, публициста поначалу вызывали споры, а потом уже все убеждались в его правоте. Олжас Сулейменов родился 18 мая 1936 года в Алмате. В его роду были воины и музыканты. Отец Омархан Сулейменов был прямой потомок Лжебай-Батыра. Офицер-кавалерист, мечтал о сыне. Он даже отпросился на несколько дней из штаба Туркестанского военного округа, куда его уже вызвали, чтобы увидеть новорожденного. А после возвращения в Ташкент почти сразу же был арестован. Позднее Лев Гумилев расскажет Олжасу Омархановичу, что сидел с его отцом в одном лагере, пока того не расстреляли. А матери Олжас Сулейменов вспоминает так: она никем не управляла, не указывала, но мы ее слушались и уважали. Мальчик рос у дедушки с бабушкой, о голодном детстве поэт потом писал: «У меня остались воспоминания в 300 грамм мандры». Так тогда назывался хлеб, который выдавался иждивенцам. Паёк бабушки с дедушкой был таким же. Поэтому уже в детстве, как и многие алматинские мальчишки, Олжас Сулейменов занимался бизнесом, продавал воду на базаре. Вспоминая о начале 40-х, Олжас Омарханович говорит о кодексе мальчишек того времени. Нельзя подводить, нельзя клеветать друг на друга, нельзя не помочь. Это все воспитывалось с детства в каждом из нас. Он мечтал поступить на журфак, но, наверное, с середины 50-х годов для сына репрессированного это было нереально. В итоге он поступил на геофак. Впрочем, в 50-е годы геология была популярна у молодежи, манила романтика. Сулейменов начал свою взрослую жизнь как геолог. Он считает, что это было полезно для него. Зимой учился, летом работал в геологических партиях. Там у ночных костров стали сочиняться первые стихотворные строки. Но едва закончив геологический факультет, в том же в 1959 году он поступил в Московский литературный институт отделения переводчиков. Но главным своим учителем Сулейменов считает не преподавателя института, а заведующего отделом поэзии в «Известиях», который тщательно, с красным карандашом в руках, разбирал стихи молодого поэта. А через 2 года он громко ворвался в поэзию, опубликовав поэму, ставшую первым откликом на полет Юрия Гагарина в космос. Весной 1961 года он работал в редакции «Казахстанской правды». 11 апреля 1961 года редактор газеты, знавший о готовившемся на Байконуре запуске корабля с человеком на борту, заказал Олжасу стихи об этом событии. Он сказал: «Ты же все-таки инженер и должен представлять себе, что такое человек в космосе». Олжас Омарханович написал и оставил листок на его столе вечером 11 апреля. На следующий день его разбудили сестры, которые принесли целую пачку каких-то разноцветных листовок, а на улице шум, массовые гуляния, на листовках были его стихи. В тот день, когда в Москве встречали Гагарина, в Алмате самолеты разбрасывали листовки со строками, написанными накануне. Скоро вышел первый сборник стихов Олжаса Сулейменова «Аргумаки». Уже в первых стихах поэта ощущается пульс времени, они энергичны, смелы, с острыми ритмами и яркими образами. Начало 60-х годов было удивительным временем в истории советской литературы. Поэзия была востребована как никогда. Вознесенский, Рождественский, Евтушенко, Акуджава, Сулейменов выступали на стадионах, их слушали одновременно десятки тысяч людей. Сулейменов дружит с Андреем Вознесенским и заражает его интересом к казахской культуре. Изначально Сулейменов предложил Вознесенскому перевести стихи поэта-бунтаря Махамбета Утемисова на русский язык. Но Вознесенский внес в перевод столько всего нового, что получился оригинальный цикл стихов «Читая Махамбета». Популярность Олжаса Омархановича будет расти как в Казахстане, так и в Советском Союзе. Причиной этого, помимо таланта, будет широта его интересов. В его книгах и образы современные, и красота казахских степей, и история родного народа. В маленькой поэме «Чем порадовать сердце» Сулейменов будет писать о суровой истории древних степняков. Одном из самых трагических моментов – взятие войсками Чингисхана одного из важных культурных и торговых центров Отрава. У него удивительное чувство истории, но от древних времен он постоянно возвращается к современности. Людям никогда не жилось спокойно. Во все времена у всех народов под ударом часто оказывались самые талантливые. Их не понимали современники, преследовали власти. Поэт чувствует себя собратом талантливых людей разных народов,
высоких людей, которые творили часто наперекор всем трудностям. После того, как в 1969 году вышла глиняная книга, о Сулейменове заговорили не только в СССР, но и в Европе. Это произведение, где проза переходит в стихии наоборот, а древняя история стоит рядом с современностью. Большой интерес и жесткие споры вызовет его исследование о тюркских корнях слова о полку Игореве, Азия. Еще учась в литературном институте, Сулейменов заинтересуется древнерусской поэмой о походе Игоря против половцев. Человек в совершенстве, владевший русскими и казахскими языками, он заметил то, на что не обратили внимания известные литературоведы. Многие слова, слово о полку Игореве, имели тюркские корни. Эту мысль он разовьет в своей новой работе. Читающая публика восприняла Азия с большим интересом, но в журналах появились разгромные рецензии и книгу запретили. И только во время перестройки ее стали издавать снова, и оказалось, что она по-прежнему интересна и современна. Американский журнал «Проблемы коммунизма» в 1986 году назвал Азия в числе немногих произведений, подготовивших перестройку. Произведения Олжаса Сулейменова переведены на английский, французский, немецкий, испанский, монгольский и турецкий языки. Особенно популярен казахстанский поэт во Франции, где издавали сборники его стихов. Олжас Сулейменов – это личность, обладающая удивительной притягательной силой. Где бы он ни оказался – в Москве, Индии, Париже – к нему всегда тянулись люди. Но каждое его новое увлечение поначалу встречало возражения. Когда на волне перестройки Сулейменов занялся проблемами политики и экономики, это тоже поначалу было воспринято с удивлением. Но сегодня, с высоты опыта нашего времени, читая его статьи начала 90-х годов о том, как надо обустроить жизнь в независимом Казахстане, поражаешься, как умно и точно он рассуждал, как предвидел те ошибки, за которые мы теперь расплачиваемся. А движение Невада-Семипалатинск, в результате которого Казахстан стал безъядерной страной, это его детище. Когда 25 февраля 1989 года ночью Сулейменову позвонил военный летчик из Семипалатинска и сказал, что у него в самолете зашкаливают приборы, что радиоактивным облаком накрыты поселки, Сулейменов принял решение сказать об опасности народу. Это был риск, хотя шла перестройка. Как раз на завтра поэт и будущий депутат должен был выступать в прямом эфире. И впервые в средствах массовой информации прозвучала правда о Семипалатинском ядерном полигоне. Официальные власти молчали, не зная, как реагировать. Но, к счастью, это выступление оказалось в духе времени. Москва одобрила, заразилось движение Невада-Семипалатинск, лидером которого и стал Олжас Сулейменов. Для Олжаса Сулейменова поэзия была всегда главным, но не единственным делом жизни. Он не раз избирался депутатом Верховного Совета Казахстана, возглавлял Союз писателей. В 90-е годы по предложению Нурсултана Назарбаева занялся дипломатической работой. Став чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Италии, и здесь он добился успеха, активизировав отношения между двумя странами. Олжас Сулейменов – носитель казахской культуры, и суровая степь наполнена для поэта песнями великих акынов.